Различные проекты, лекции, мастер-классы, квесты. Одним словом, выставка общественных инициатив была поделена на несколько зон. 35 общественных организаций, фондов и инициативных групп представили проекты по самым разным направлениям. От медицины и экологии до образования и культуры. Участие в выставке приняли организации с разным опытом. Те, что уже работают десятилетия и что созданы несколько лет назад. На открытии выступили представители различных общественных организаций. Председатель республиканского движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба рассказала о деятельности организации, которая занимается проблемами матерей погибших и пропавших без вести, оказывает им моральную и иную поддержку. Когда началась война, когда все мужчины стали на защиту Родины, это сыновья, братья, мужья, женщины, первое, что хотели, остановить войну на нашей благословенной земле. Мы были в полной изоляции, была информационная блокада, но женщины выезжали и находили таких же простых женщин, таких же матерей, таких же вдов, которые понимали нас. Ведь чужого горя не бывает. И вот с миром вместе с другими женщинами, которые понимали нас, мы прорывали информационную блокаду. И в этом направлении вы здесь видите, какую огромную, большую работу проводят общественные организации Абхазии. Это нужное дело. Нужное дело просвещать наш народ, помогать. Приветствуя гостей, руководитель общественных приемных Центра гуманитарных программ Диана Керселян отметила важность сохранения у общественных организаций возможности участвовать в развитии государства и совместного решения проблем. Она также отметила, что выставка наглядно показывает открытость и прозрачность гражданского сектора. Невозможно не упомянуть то, каким образом формировалось наше современное абхазское государство. Что мы пережили развал Советского Союза, кровопролитную войну, блокаду в разных ее виде, экономическую, информационную, политическую. Но мы твердо для себя, как народ, как общество, решили, что мы готовы строить демократическое, независимое государство. А это невозможно без участия граждан. И вот участие граждан как раз мы видим сегодня, то, как оно происходило, мы видим сегодня отчасти здесь. Я должна сказать, что очень много людей участвовали в разных сферах жизни государства. Брались даже за те вещи, в которых они не были специалистами, но понимали, что это очень важно, и брались за это дело, и у нас есть очень хорошие результаты. Конечно, всего этого не было бы без поддержки международного сообщества. Основная цель выставки – познакомить людей с деятельностью общественных организаций, благотворительных фондов, инициативных групп, которые занимаются различными сферами деятельности, рассказать о той пользе, которую они приносят обществу. Я посмотрела в словаре, что такое инициатива. Инициум означает начало. Это правда. Начало. Начало перемен, начало изменений, начало перемен внутри нас. Потому что мы стремимся сделать эту жизнь лучше. Мы тут, когда организовывали эту выставку, пережили удивительный момент. Вот по Фазилю. Праздник ожидания праздника. Мы поняли, что вот это ощущение того, что мы в творческом процессе, что мы вместе, что мы чувствуем рядом плечо единомышленника, человека, который всегда поддержит, будет рядом, это здорово. Потому что желание помогать – это человеческая потребность. Директор культурно-благотворительного фонда «Ашана», уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджоли, отметила важность взаимодействия государства с общественными организациями. На самом деле важно понимать, что общественная организация ни в коем случае не может подменить государственный орган, деятельность государственных организаций. Общественные организации, они в поддержку государству, и только они могут показать нужды определенных социальных групп, нужды и чаяния граждан. Поэтому очень важно взаимодействовать, сотрудничать. Хочу, на мой взгляд, одна из важных внутренних задач гражданских организаций Абхазии – это вырастить
новое поколение. И важно подчеркнуть, что несмотря на нестабильность финансирования деятельности гражданских общественных организаций, всегда сюда шли молодые, образованные люди с широким кругозором, с правильными ценностями. Об этом свидетельствует и та молодежь, которая сегодня здесь присутствует и представляет свои проекты, представляет общественные организации. Завершая свою речь, хочу сказать о том, что выразить свое пожелание, чтобы такого рода выставки общественных инициатив, они стали ежегодными, а всем участникам хочу пожелать удачи и как можно больше социально значимых проектов. Выставка общественных инициатив проходила в течение дня. Посетители могли получить консультацию у юристов, общественной приемной ЦГП, сдать кровь на уровень глюкозы, обменять использованные батарейки, научиться танцевать старинный абхазский танец и многое другое. А завершилось мероприятие специально подготовленной музыкальной программой. Лаура Капша, Смат Гуня, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.